всем, кто начинает новую рабочую неделю вместе с программой «Утро Якутии». Сегодня 11 октября, понедельник. Катерина Винокурова, Павел Танин. Встречаем это утро вместе с вами. Да, на телеканалах НВК Саха, Якутия-24. Многие спросят, почему мы так странно выглядим, совсем непривычно для нашей программы, но об этом мы узнаем, дорогие друзья, буквально в течение 10 минут, поэтому оставайтесь с нами с самого старта, а лучше и вообще до самого конца нашей программы, и все узнаете, почему вот так мы выглядим. Сегодня в нашей программе, помимо того, откуда вы узнаете, почему мы так выглядим, мы расскажем вам про то, как получить доход и как правильно оформить договор аренды и не попасться мошенникам. Сезон аренды квартир начинается сейчас. Также узнаем, что такое ментальная арифметика, очень интересное название, и выясним, как же сложные задачки арифметические решают юные алданцы. Также с этой недели мы начинаем серию сюжетов о табаке. Сегодня мы расскажем о семье Федотовых, которые славятся своими золотыми руками в нашей республике. И не перестаем вам напоминать, что работаем мы в прямом эфире, поэтому в эфире принять участие можете вы при помощи WhatsApp, отправив какое-то сообщение, поздравление с днем рождения, просто пожелание доброго утра всей республике на наш номер 8 914 273 4488. Ну а далее знакомимся с погодой на сегодняшний день. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 1,3 градуса тепла. В Заречной группе 2,3 градуса, в южных 1,3 градусов мороза. В Вилюйской группе 1,2 градуса тепла, в Нижнеленских 0 плюс 2, в западных от минус 1 до плюс 2 градусов, в Колымо-Индигирской группе минус 1, минус 16, в Янских минус 7 плюс 3 градуса, на северо-западе минус 6 и 0 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 2 градуса тепла, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем в городе Якутске временно мокрый снег ожидается. Ветер юго-западный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 2-4 градуса тепла. Последние теплые деньки дают возможность автомобилистам успеть переобуть свои машины, потому что снег уже не за горами. Ребята, торопитесь. Ну а прямо сейчас передаем слово коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию последние события к этому часу. Якутия вошла в топ-5 субъектов России с низким процентом по ипотечному кредитованию. Специалисты Центробанка оценили средний уровень процентной ставки за период с января по август 2021 года. Самый низкий процент по ипотеке также отмечен в Приморском крае, Магаданской и Сахалинской областях и на Чукотке. Низкие ипотечные ставки в макрорегионе стали следствием программы «Дальневосточная ипотека» по 2% годовых, которые могут воспользоваться молодые семьи до 35 лет. Отметим, что по заявлению Юрия Трутнева в 2021 году программу планируют расширить на врачей и учителей без учета их возраста. Цены на строительные материалы могут снизиться до 30% к концу года по сравнению с январем 2021 года при благоприятном прогнозе. Такое мнение выразили в Национальном объединении строителей. По оценке экспертов, снижение стоимости стройматериалов наблюдается на уровне от 7 до 10%, однако цены превышают уровень 2019 и 2020 годов. В частности, стоимость стройматериалов выше на 20-70%, чем в декабре прошлого года. Из них древесина, включая фанеру, металл, утеплители, электрику, дороже на 50-70%, радиаторы отопления, металлопластиковые трубы, газобетонные блоки на 20 и 30%. В 7-й школе Мирного открыли цифровой класс. Он предназначен для детей, которые хотят больше знать о программировании. В цифровом классе детям подготовили планшеты, на которых они могут сами придумать дизайн плакатов, например, для математики. Оборудована доска и для преподавателей. Всего в учреждении запустили 37 образовательных порталов, как для учителей, так и для учеников. А педагоги проходят курсы, на которых узнают больше методик дистанционного режима. Сейчас школа работает над тем, чтобы на выходе получить современного выпускника, который умеет получать нужную информацию и разбираться в IT-технологиях. Мы сделали очень большой шаг вперед.
Мы выиграли грант гражданских инициатив, за что огромное спасибо нашим родителям, они нас поддержали. Мы выиграли 2 990 000. Конечно же, оказала поддержку управление образования, администрация нашего района. Вот. Данный грант мы выиграли в рамках именно развития центра «Навыки 21 века», который касается не только детей, учителей, то есть всей сообщности такой учительской нашей, да, то есть повышение курсов квалификации. В 2024 году международные спортивные игры «Дети Азии» могут вернуться на историческую родину. Заявка Якутска будет рассмотрена в ноябре. Однако президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку и проведение 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке в 2022 году. Напомним, международные спортивные игры учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В 2016 году впервые правительством региона было принято решение передать полномочия по организации этих соревнований в другие субъекты России и страны. К этому часу это вся информация. Хорошего дня! Ну вот, собственно, пришло время немного нашу интригу раскрыть, почему мы в спортивной форме сегодняшнее утро начинаем. Потому что, ну, во-первых, спорт – это жизнь. А во-вторых? А во-вторых, сегодня мы будем заниматься отличным таким замечательным, интересным направлением, как йога. И не просто йога, а называется она коуч-йога. Да, причем мы уже о ней в этой студии говорили, ну, не так давно. Не раз, да. Да. Сегодня в нашей студии Екатерина Гамбоева, тренер-волонтер по программе «Коуч-йога. Волна жизни». Екатерина у нас в гостях не одна, а с девушками, которые уже начали тренироваться, да? Разминаться перед Позже мы коуч-йогой, к ним обязательно присоединимся. не разминаясь. Вот, Катерина, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, вы волонтер программы «Волна жизни». Помимо вот этого волонтерства в начале, да, программы, с чем основной ваш профиль деятельности, скажем, ваша профессия? По профессии я хореограф, работаю балетмейстером в культурно-оздоровительном центре «Пульс» микрорайона Марха. Ну, то есть, в принципе, это вот тоже движение, это Да. все жизнь. Вообще, расскажите о программе «Волна жизни», в каких улусах сегодня этот проект реализуется? Проект реализуется во многих наших улусах: Вилюйском, Верхневилюйском, Усть-Алданском, Таттинском, Намском улусах, а также в городах Покровск, Ленский, Мирный. Ну, на кого направлен, да, проект? Это разные возрастные категории, да? Ну, Людей могут да, заниматься. это вот вообще проект направлен для улучшения качества жизни пенсионеров, но им также могут заниматься как начинающие практики йоги, так и люди со слабой физической подготовкой, и людям, которым нужно восстановиться после заболеваний, что очень полезно вот во время пандемии. То есть такой эффект даже физиотерапии имеется? Да, физиотерапия. А если рассказать о проекте, то вот в августе этого лета к нам приезжали учредители и авторы Центра развития коуч-йоги из города Владивостока. Да, они были у нашей Да, студии. с обучающим интенсивом, на котором 23 человека из нашей республики прошли курсы подготовки тренеров, волонтеров по коуч-йоге в рамках оздоровительно-профилактического проекта «Дальний Восток на волне жизни». И он осуществляется, ну, данный проект осуществляется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Катерина, ну давайте напомним телезрителям, да, в чем различие между Коуч-йоги коуч-йогой и обычной йогой. Да, коуч-йога расшифровывается как комплексная, оздоровительная, улучшающая жизнь человека, которая объединяет в себе древние учения классической йоги и современные принципы коучинга и психологии. То есть благоприятное воздействие сразу идет на тело, на мысли, на эмоции, на сознание и подсознание. То есть идет очень огромная оздоровительная работа. И также уделяется внимание дыхательным практикам, аффирмациям и расслаблению. Ну вот вопрос, опять же, как говорится, порог вхождения, да, в это направление. То есть может ли человек без физподготовки какой-то уже имеющийся начать заниматься этим? Да, она адаптирована под всех людей, но с любой физической подготовкой. Екатерина, ну занятия, они какой-то имеют определенный цикл, да, как-то
занятия друг от друга не отличаются, с чего-то Да, начинать, обязательно да? отличаются, как начинается по нарастающей от простого к сложному, да. И вот наши благополучатели, в данном случае это пенсионеры, да, они должны от каждого занятия, у них здоровье должно улучшаться, и улучшаться физические данные все больше прибавляться. Ну вот можно ли сейчас какую-то статистику, да, проекта провести в части, сколько уже людей приобщилось? Да, вот проект ведется уже в Амурской, Сахалинской, Забайкальском областях, да, Забайкальском крае. И у нас в республике он тоже начался вот с августа этого года. И вот 23 тренера-волонтера уже готовы вообще, ну не то что готовы, уже помогают благополучателям, то есть пенсионерам, проводят им бесплатные занятия по коуч-йоге. Ну что ж, мы предлагаем присоединиться к нашим девушкам-волонтерам по программе коуч-йоги «Волна жизни», да? Девушки нам готовы показать какое-то супер упражнение, да? Интересное. Да, а показывать нам его Нужно будет... босиком обязательно или Вообще йогой занимаются, да, босиком или в носках. В данном случае можете это в носках встать. Так, ну, так Так. как показывающий обычно спереди, я, наверное... Ну давайте Да. вы сюда станете, Давайте. а Оксана станет вперед. А показывает нам, кстати, упражнение Светлана Яковлева, тренер-волонтер программы коуч-йоги «Волна жизни». И какое упражнение мы будем делать? да, Да, доброе утро всем. Сегодня мы будем выполнять упражнение, так сказать, одну из основных поз. Это поза треугольника Триконасана. Пожалуйста, вставайте. Вообще у нас занятие проходит следующим образом. Наши благополучатели приходят. Сначала мы проводим разминку. Мы ее сейчас уже пропустили, вы пропустили, мы сделали. И Экспресс-разминку. да, потом у нас идет практика дыхания. Обязательно мы уделяем внимание дыханию. Потом уже основной комплекс идет, и в завершение у нас релаксация. Сейчас мы уже сразу к основному комплексу перейдем. Встаем вот как Оксана, ноги так. примерно 90 сантиметров, Брось, да? 80. Стопы обязательно параллельно друг другу должны быть. Да, вот так вот Мгм. заверните. И у вас должны быть сильные натянутые ноги, бедра работают, мышцы живота подтянули, да, и копчик немножко вот подворачиваем под себя вот вниз, вот, ага, выпрямляем наш прогиб, и руки в сторону. И в этой позе мы обязательно говорим аффирмацию нашу жизнеутверждающую. В данном случае мы скажем: у меня сильное здоровое тело. У меня меня сильное, сильное здоровое тело. И наши занимающиеся еще очень любят говорить по-якутски, потому что когда говорят на родном языке, им это как-то больше, да, к сердцу ближе. И давайте попробуем на якутском сказать: «Мин этим ханым кюстях он начаген». Мин этим ханым кюстях он начаген. Вот, из этой позы правая рука у нас идет наверх. Вот, смотрите на Оксану. Ага. Смотрим на ладонь, которая сверху. Вот, нижняя рука тянется вниз, а верхняя тянется вверх. Вот, и спокойно мы должны дышать, Так. чувствовать свое тело. Это упражнение вообще в целом помогает нам почувствовать все наши мышцы, да, пресса, спины, рук, ног. Мы должны быть натянуты и Паша, в как ты тонусе. там? Ну, я очень чувствую мышцы кора где-то сзади. Что Если их, тяжело, по-моему, нет. да, можете одну руку положить под поясницу. Мгм. Это как-то легче, да? Да, это как-то облегчает, вот нагрузку со спины снимает. И напрягаем мышцы живота и медленно возвращаемся в исходное положение. Так. Молодцы. Опять-таки руки врозь, И да? повторяем то же самое на другую сторону. Мгм. Левая рука наверх. Руки, ноги крепкие, помним. Держим мышцы живота, спины. И спокойно дышим. Когда мы возвращаемся в исходное положение, обязательно надо вот мышцы пресса включать, чтобы нагрузка на спину не шла. Ну, вот опять же мышцами кора мы Да. поднимаем. Возвращаемся обратно и спокойно дышим. И еще раз скажем нашу аффирмацию. Я управляю своим телом. Я управляю своим своим телом. телом. Эппинен хамманан бэям салаябын. Эппинан хамманан бэям салаябын.
Паша, почему ты не повторяешь? Я пытаюсь, но это вечная моя проблема. Я всю жизнь пытался научиться Всё. говорить по-якутски. Спасибо пока не удалось. большое. Ага, вы можете расслабиться и в исходном положении, да. Ну, в плечах такая Отлично, приятная Вот усталость. кажется, что да, это легко на самом деле, да, но вы почувствовали, наверное, да, что вот, Конечно, Очень сильно. конечно. да, Мне кажется, это заменило нам утреннюю зарядку своего рода. Вот и дальше хочется, да, что-то Да, сделать? что-то. да. И Давайте, у таких, нас до конца эфира еще 45 минут. таких поз у нас много. У нас есть стоячие позы, потом мы делаем уже на полу, сидя, и в конце мы уже лежа делаем позы и расслабляемся. Таким Ага. вот образом у нас. Очень интересная история. И вроде бы в плане физнагрузки не так, ну, вот как мы говорили, порог вхождения достаточно Да. низкий. И при этом эффективно, потому что я чувствую это напряжение, что мышцы работают с самого утра. Ну, это классно. Да, А и мы сколько- настраиваемся на позитив. А говоря сколько вот вообще продолжается занятие? примерно час продолжительность? 15, час 20, вот вместе с расслаблением, с дыханием. Все это так проходит. Ну, это здорово. Еще раз, у меня сильное, здоровое тело, дорогие телезрители. Я Да. надеюсь, вы к нам присоединились. Выполняйте это, не Упражнение. только это движение, присоединяйтесь к направлению коуч-йоги. Спасибо, девушки, вам огромное за участие, красавицы. Да. Спасибо Ну, большое. А мы на этом немножко продолжаем наш эфир. Ну, во-первых, еще раз, да, Екатерина Сарглана, спасибо вам большое за этот бодрый день, бодрое утро. Ну, а прямо сейчас узнаем о том, что говорят нам звезды. На очереди наш традиционный гороскоп на всю грядущую, ну, уже наступившую неделю. На этой неделе представители знака Овен проявят стремление к независимости. Следите, чтобы борьба за свободу не мешала делам. В них по-прежнему на первом месте суммарный итог командной работы, а не возможность потешить свое самолюбие. Тельцам на этой неделе удастся разобраться с одной из запутанных ситуаций. Однако звезды не гарантируют, что, пролив свет на этот вопрос, вы будете удовлетворены результатом. Многое потребует доработки или корректировки. Близнецы почувствуют прирост жизненных сил. Это отличное время, чтобы перейти от планирования к активным действиям. Если ваша главная цель – нечто конкретное в домашних делах, итоги каждого из таких начинаний окажутся впечатляющими. Уравновешенность раков будет достойна похвал, и нет таких дел, в которых вы не смогли бы разобраться в этот период. Астрологическая обстановка не исключает необходимости тушить разногласия между родственниками, коллегами или соседями. К концу недели будьте аккуратней с тратами. Неделя для львов благоприятная, не грузит проблемами, но и интересных событий пока не предвидится. Звезды рекомендуют поработать над собой. Это отличное время, чтобы учиться и развиваться как внешне, так и внутренне. Звезды шепчут девам: настало время любви. Период благоволит в переход в новый этап романтических отношений, созданию делового партнерства и поиску нового способа улучшения своего благосостояния. Не тратьте время на иллюзии. Эта неделя поможет весам воплотить в жизнь все свои планы. Проанализируйте, какие обстоятельства готовы работать на вас, а какие требуют коррекции. Не удивляйтесь, если в ходе переговоров противоположная сторона попытается перетянуть одеяло на себя. Неделя удачная для скорпионов. Обстоятельства сложатся самым прекрасным образом. Даже цели, которые, как казалось, нет возможности осуществить, могут теперь реализоваться. Закрепите успех и двигайтесь дальше. Неделя для стрельцов будет нести вяло текущий характер. Возможно, придется дольше, чем вы предполагали, ждать ответа на какой-то вопрос. Простой следует воспринимать с положительной стороны. Анализируйте. События этой недели заставят козерогов защищать завоеванный ранее успех. Кто бы на него не покусился, не теряйте привычной уверенности в своих силах. Уже к середине недели станет понятно, что это был важный урок. Тем самым вы сможете искоренить свою вальяжность. На этой неделе водолеи будут наблюдать за трансформацией отношений с кем-то из близких. Астрологическая ситуация не исключает два варианта развития событий. Решение за вами. Прислушайтесь к своему сердцу. Рыбам не избежать обид и огорчений. Не пытайтесь развешивать на окружающих ярлыки. Тот, чьи слова вас задели, уже через некоторое время может оказать вам ценную услугу. Будьте по-философски мудры и гуманны. Ну, узнали, что нас ожидает на этой неделю. Если вы верите в астрологические прогнозы, я думаю, что вам звезды сулят только хорошее.
Ну, а мы в начале нашей программы разминулись, ощущения каковы? Размялись. Разминулись немного. Разминулись другое. немного с Пашей, да. Размялись. Как твои ощущения, Паша? Мои ощущения просто замечательно. Хочется заниматься йогой. Ну, я уже сказал, что до конца эфира времени много, можно было бы все йоге посвятить. Спинку потянула немножко. Да, и мышцы кора, как их модно Но сейчас ощущения называть. прекрасные. Присоединяйтесь и вы к утренним зарядкам, к упражнениям, к физическим обязательно. Да, ну а после упражнения всегда хочется привести себя в порядок, как бы настроиться на красивый Обязательно. день. Обязательно. А так в Саранской парикмахерской происходит настоящая центрифуга красоты, которая взорвала ТикТок. Парикмахер Елена Козина воплощает свои смелые фантазии в стрижках и презентует их подписчикам с авторскими названиями. Уже легендой стало фирменное окрашивание Елены «Зимняя вишня». Символично и название салона «Центрифуга». Ведь парикмахер сделала своей фишкой видеокрутилки. Изначально женщина снимала наглядные видео для своих учениц, которые и рассказали ей, что видео набирают популярность. После Нового года было делать нечего. Я думаю, вся молодежь в это в соцсетях, а мне тоже хочется туда. Мне захотелось, вот я как бы стала... А снимать вот такие крутящиеся я стала, потому что, например, мне не нравится, когда там они вот снимают, показывают, головой трясут или там лицо не показывают, закрывают. Вот это мне не понравилось. Вообще не нравится такое. Неинтересно никому смотреть, например, трясущуюся голову без без лица. Прическа должна идти к лицу клиента. А если она не идет к лицу, даже мы не видим только одну прическу, а лица не видим, это неинтересно, никому. Я не нашла таких названий, которые бы мне больно так понравились. И я придумаю их сама как бы вот в процессе работы. Мне это интересно, работа творческая. Вот. Цена у меня здесь парикмахерская среднего такого класса. Недорогие у нас расценки, недорогие. Так. Я здесь работаю вместе с Леной по соседству, поэтому постоянно ее клиентка. Мне очень нравится, как она меня обслуживает, стрижет, все прически на день рождения, Новый год, или она всегда что-нибудь сделает такое изящное, что я довольна очень. Я так придумала. Сама Козина называет свои работы самыми модными прическами 2021 года. Стрижки-хиты – это American Boy, Штрих-код, Бебра, Медуза, Шторы. Они собрали около 1 миллиона просмотров в интернете. В ТикТок за творчеством звезды следят уже 85 тысяч подписчиков. В восторге от руки мастера клиенты, которые также стали знаменитостями в социальных сетях. В начале эфира мы сказали, что у вас всегда есть возможность отправить какое-то сообщение, поздравление на наш WhatsApp. Номер, я еще раз напомню, 8 914 273 4488. И одно сообщение у нас есть, мы его с радостью прочитаем. Доброе утро, поздравьте, пожалуйста, Сафронову Марину Николаевну с юбилеем. Здоровья, удачи, везения и семейного счастья. Дядя Володя. Присоединяемся к поздравлениям. А так мы начинаем цикл сюжетов, посвященных селу Табага. Село расположено у самого подножия горы на левом берегу реки Лена. Да, на этой неделе мы подготовили для вас интересные сюжеты. Узнаете, какие русские писатели, известные люди проезжали через Табагу еще в 19 веке, какие записи сохранились в историческом музее села, какой фильм снимали в Табаге в 1968 году, и причем снимала и этот фильм Рижская киностудия, и поговорим с очевидцами этого события. Этот сундук достался нам от родственников мужа, ей очень много лет, 17-го года даже. Что вы там храните? Здесь у меня украшения, вот сутажные. Сутаж из бисера. Каждая вещь в этом доме с любовью, каждая вещь – раритет. Любовь Егоровна Федотова в Табаге известна мастерица. А за рукоделие хозяйка освоила еще в молодости, но только на пенсии появилось свободное время и время творить. В ассортименте ее творчества – вязание крючком, вышивание, валяние и макраме. Гостиную украшают разноцветные яркие картины, цветы из фоамирана и бисера, а также изделия из полимерной глины.
На рукоделие уходит немало времени, но для мастерицы главное сам процесс. Да, меня всегда тянуло к рукоделию с молодости, но после пенсии только время нашло. Но вдохновление, как? Мне просто уже желание есть, тяга к рукоделию. Но одним и тем же я не люблю заниматься. То вышиваю, то макраме, то вяжу. Вот внукам вяжу, куклы вон сидят. Одним и тем же мне не нравится. Любовь Егоровна по профессии ветеринарный врач. Приехала в Табагу по направлению Сюз Алданского района. С мужем Иннокентием Ивановичем поженились в 1987 году. И 34 года они живут душа в душу. Во время съемок хозяин дома присматривает за буренками, особенно за Мартой. Иннокентий Иванович родом из Табаги. Родился и вырос в этих краях. По профессии автослесарь, но всю жизнь проработал на ферме. Трудолюбие и особая любовь к дереву передалась от отца, плотника. Признается, после строительства своего дома интерес перерос в ремесло. На дворе дома много хозяйственных построек. Благодаря золотым рукам мастера обыкновенная древесина превращается в материал, а материалы уже в историю. Приоткройте дверцу-то, что там есть? Ну, тут, во-первых, у меня есть лавочка сделал, стол сделал, стулья, ну и, конечно, вот этот шкафчик, в общем. И даже вот тут вот спальник есть, вот спят вот они наверху, она там, она спала там. Вообще очень здорово, прямо маленький мирок. Да, видимо, ну нравится им здесь. Супруги Федотовы признаются, стройка всей жизни – семья. Главное, что они построили вместе. Свою жемчужную свадьбу Федотовы отметили 4 года назад в кругу большой и любимой семьи. А секрет семейного счастья прост. Что объединяет людей вот в семье? Вот в чем залог семейного счастья? Чтобы долго и хорошо прожить, душа в душу. Ну, наверное, конечно, любовь, такое слово есть. Ну и мы как-то общий язык всегда находим. Правда, вот сейчас с этим интернетом уже мало сильно поговоришь. Раньше как-то проще было. Ну так, мы, конечно, с женой-то своя, и советуешь, конечно, что как сделать. Она подскажет, ну я и... Все-таки творчество объединяет? Вот творчество. Обязательно, конечно, да. У нее свой взгляд на это, у меня свой. Ну, где-то иногда и спорим, я вижу так, она видит по-своему. Ну, в общем, где-то середку находим и... Да. При входе в дом Федотова сразу в глаза бросается их совместное увлечение. Особое очарование интерьеру придают не только изделия, сделанные своими руками, но и особая теплая энергетика и семейные ценности, которые семья Федотовых передает своим детям и внукам. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, село Табага. Замечательная семья Федотовых. Желаем им дальнейших успехов в их делах и, конечно же, здоровья. Да, ну а мы чуть ранее сказали, что после зарядки нужно приводить себя в порядок. Мы это сделали, надеюсь, у вас тоже с этим все хорошо. Тем временем в начале эфира, прям в самом его начале, мы сказали про такое замечательное явление, как ментальная арифметика, о том, что алданские дети решают сложные задачи при помощи этой методики. И вот бегло читать, быстро вычитывать, складывать юные алданцы учатся легко. В центре ментальной арифметики гармоничное развитие идет с помощью быстрого счета в уме. Ранее тренеры опробовали методику на своих детях и, оценив результаты, решили организовать студию для всех желающих. Ребята щелкают задачки как орешки. Высокие результаты дошколята и школьники показывают на всероссийских и международных конкурсах. На очередном занятии вместе с детьми попытались выполнить задание и наши коллеги. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Запутаться в сменяющих друг друга числах не мудрено, а дети производят складывание и вычитание задаваемых компьютером данных легко и непринужденно, придерживаясь высокого темпа. В Центре ментальной арифметики Smarty Kids очередное занятие. Ребята уже у нас не первый год обучаются, уже привыкли к режиму, уже знают, что делать, к темпу нашему, потому что ментальная арифметика – это не то, что про математику, это то, что про спорт. Вот. Здесь все делается очень быстро, считаем мы быстро, пишем быстро.
Первое задание выполнено. Перед следующим упражнением разминка на абакусах. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Развивая на специальных счетах мелкую моторику, дети учатся производить математические действия и даже извлекать квадратные и кубические корни в уме. Естественно, у них есть результаты и в других направлениях, да, вот как бы успехи в школе отмечают родители. Ну и в целом им очень нравится ходить. Ранее педагоги испробовали элементы методики на собственных детях. Результаты превзошли самые смелые ожидания. И в 2018 году в Алданском бизнес-инкубаторе открылся Центр ментальной арифметики. Здесь дети осваивают как математику, так и чтение, скорочтение и каллиграфию. За 3 года достигнуты немалые успехи. Юные алданцы достойно выступали на всероссийском и международном уровнях. Задания по методике ментальной арифметики нацелены на активизацию работы обоих полушарий мозга. У ребят раскрываются творческие способности, улучшается память, развивается усидчивость и повышается концентрация внимания. Польза методики родителями юных алданцев была оценена по достоинству. В настоящее время центр посещают порядка 60 мальчишек и девчонок от 5 до 14 лет. У новичков прогресс отмечается уже через несколько занятий. А старшие воспитанники в настоящее время готовятся к международной олимпиаде, которая пройдет в Москве. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Ну что ж, пожелаем удачи ребятам при помощи методики Олимпиаду выиграть. Ну а мы спешим зачитать очередное поздравление, которое пришло на наш номер. Поздравляю дочку с выходом в школу. Подпись «Папа». При этом с большой любовью сообщение, мне кажется, потому что сопровождается эмоджи поцелуйчика. А номер заканчивается, ну как бы без имен, чтобы была какая-то конкретика. Номер телефона заканчивается на 3589. Если вы хотите кого-то поздравить, пожелать доброго утра, задать вопросы нам и нашим гостям, то вы также можете писать нам на наш WhatsApp номер. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В 2022 году максимальное пособие по безработице в России будет увеличено до 12 792 рублей. Кроме того, в Министерстве труда и социальной защиты добавили, что условия предоставления пособия остаются прежними. Сразу после регистрации в качестве безработного в первые 3 месяца гражданин будет получать 75% заработка, а вторые 3 месяца 60% заработка, но не более 5000 рублей. Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход, и оно призвано заместить заработок на период поиска работы. В России могут создать федеральную информационную систему с результатами обязательных медосмотров, в том числе иностранцев и лиц без гражданства. Поставлять систему сведения будут в том числе Минздрав, Роспотребнадзор, органы исполнительной власти регионов и органы местного самоуправления. Минздрав установит порядок проведения медосвидетельствования на наличие или отсутствие у иностранцев и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Придется мигранту и пройти проверку на то, употреблял ли он наркотические и другие психотропные вещества. Проводить медосмотры иностранцев и выдавать соответствующие заключения смогут только государственные медучреждения. Справку разрешат выдавать как в бумажном, так и электронном виде. Документы о медосвидетельствовании нужно будет представить для получения вида на жительство в России. Радиочастотная служба будет создавать прототип единой информационной системы учета оборота рекламы в интернете. Единый реестр интернет-рекламы предоставит интернет-площадкам возможность контролировать показы коммерческой информации в рамках кампаний, а рекламодатели будут понимать, сколько они потратили на распространение рекламы на каждой интернет-площадке и что от этого получили. Систему ведет Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года. Он создаст комиссию для отбора оператора рекламных данных. Порядок ее создания и условия отбора определит правительство России. В России стартовал второй конкурс сезона «Смотри, это Россия». Это проект, инициированный и реализованный Якутией, вовлекший абсолютно все регионы нашей страны. Конкурс стартовал в прошлом году по инициативе главы республики и уже в первом сезоне собрал участников со всех регионов России. Это более 17,5 тысяч человек. Участники снимают ролики о малой родине, передавая эстафету другим участникам из других команд. Все ролики выкладываются на сайт для всеобщего голосования. Авторы роликов, набравших больше всего голосов,
продавцов в качестве ценных призов в этом году получают смартфоны. Отметим, что темы конкурсных работ неизвестны до начала голосования. Наша задача состоит в том, чтобы создать до 3 минут видеоролик, видеооткрытку и отправить ее тому региону, который нам организаторы скажут. Допустим, это может быть Хабаровский край, это может быть Республика Крым, Мурманская область и так далее. Об этом мы узнаем в начале ноября. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну что ж, осень наступает. Ну как осень наступает? Уже давно наступила, зима на дворе. Тем временем сезон аренды на квартир начинается активно. И это вопрос достаточно серьезный, потому что иногда можно попасть на мошенников в этом вопросе, либо сдавая квартиру, либо наоборот ее арендуя, что чаще бывает, конечно же. Сегодня в нашей рубрике «Советы юриста» мы расскажем вам о том, как получать доход и как правильно оформить договор аренды, а главное не попасться мошенникам. Доброе утро, дорогие друзья! Осень, пора абитуриентов, новые студенты поступили на первый курс и, конечно, становится актуальным проблема поиска жилья. Конечно, право распоряжения пользования жилым помещением обладает собственник, он же должен сдавать помещение в аренду. Но если так не происходит и вы воспользовались услугами риэлтора, что нужно знать? Во-первых, лучше выбрать крупную компанию, которая давно на рынке и занимается представлением интересов собственников для заключения договора аренды. Далее, вы проверяете, что по данному адресу собственником является именно данный гражданин Российской Федерации. Как это сделать? Если вы дотошный человек и хотите все сами увидеть, то вы запрашиваете выписку из реестра недвижимости, вам ее передают, можно с электронной печатью, Управление кадастра и картографии, где вы видите, что квартира по адресу город Якутск, улица такая-то, дом такой-то, квартира номер 37 принадлежит именно конкретному физическому лицу, доверенность которого имеется у риэлтора, который уже выступает стороной по договору и сдает вам ее в аренду за определенную плату. Хочу обратить внимание, что в договоре должны быть указаны распределение времени коммунальных услуг. То есть вы обязательно проверяете, что если в квартире установлены счетчики, то данные счетчиков на момент заезда установлены правильно. То есть показания соответствуют, и в последующем вы обязуетесь по данным показаниям с учетом их роста оплачивать коммунальные платежи. Также вы внимательно просматриваете перечень имущества, которое указано, что находится в данном жилом помещении или не находится, его состояние. Все должно быть прописано, чтобы в последующем вам не предъявили претензии о том, что вы испортили какую-то вещь. Далее, внимательно посмотрите сроки внесения арендной платы, поскольку за несвоевременное внесение будут предусмотрены штрафные санкции. С штрафными санкциями также необходимо ознакомиться. Внимательно проверяйте реквизиты, то есть платите вы не риэлтору, потому что риэлтор не всегда обладает правом получения денежных средств. Платите вы непосредственному собственнику. Соответственно, в договоре аренды должны быть указаны правильные реквизиты. Внимательно ознакомьтесь с договором. Если риэлтор выступает только в качестве посредника, не обладает необходимой доверенности в правом распоряжении, то есть передачи в аренду вам жилого помещения, то, соответственно, вам должны представить собственника. Если вы сомневаетесь в выписке, представленной на данное жилое помещение, и не можете из нее установить собственника, вы можете запросить ее самостоятельно. Вы обращаетесь в многофункциональный центр и запрашиваете выписку на конкретный объект недвижимости, то есть указывая его адрес и номер квартиры. Вам выдадут так же, как любому гражданину, это публичная информация, данные об этом жилом помещении, где будет указан собственник или даже обременение данного жилого помещения. Будьте внимательны, осторожны, договор заключайте в письменном виде и внимательно читайте текст. Доброе утро. 11 октября на календаре. В 2012 году был в этот день провозглашен особый праздник, посвященный прекрасной части общества – Международный день девочек. Да, я тогда в связи с этим тебя поздравляю, Кать. Спасибо, Сегодня Паша. Твой день у нас. И могу пожелать тебе в ответ того же. Но поздравляю твою жену и дочь. Да, а я еще тогда, раз такое дело, поздравлю, у нас в аппаратной сегодня девочек сидит немало, я тоже их поздравляю. А какими еще событиями и вообще датами 11 октября в истории человечества отметилось, узнаем из нашей традиционной рубрики.
На календаре 11 октября и сегодня празднуют Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением, День благодарения в Канаде, День физкультуры в Японии. В этот день учреждена Российская академия. В Австралии начал работу первый университет. Состоялся первый радиоуправляемый полет во Франции. С космодрома Байконур предпринята попытка пуска автоматической межпланетной станции. В открытый космос вышла первая американская женщина-астронавт Кэтрин Салливан. Черный вторник – обвальное падение курса рубля по отношению к доллару. По народному календарю в этот день отмечается память преподобного Харитона Исповедника. Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости, по возможности не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами тоже заниматься не следовало и ни в коем случае не выметать ссор из избы. Приметы: в этот день особенно стоило опасаться кореглазых и черноглазых людей. На Харитона жених и невеста тайно приходили к деревенской ведунье, угощали пирогом и дарили горшок меда. Родились в этот день Фредерик IV, король Дании и Норвегии, Тита Мерельо, аргентинская актриса и певица, исполнительница танго, Игорь Савченко, советский кинорежиссер, сценарист, драматург, актер и педагог, Владимир Успенский, русский советский писатель, Евгений Аксенов, советский и российский астроном, Игорь Верник, актер театра и кино, народный артист России, Люк Перри, американский актер, Денис Гребешков, российский хоккеист, двукратный чемпион мира. Именины празднуют Алексей, Александр, Анатолий, Анна, Афанасий, Ефрем, Мария, Ульяна, Федор, Харитон, Василий. Вот такими событиями сегодняшний день мы можем поздравить этот день, отметить что-то. А завтра тоже немаловажный день, 12 октября. Завтра исполнится 100 лет со дня образования медицинской системы Министерства внутренних дел. Да, именно 12 октября 1921 года был издан приказ об организации приемных покоев для милиционеров. Именно эта дата считается профессиональным праздником для личного состава медицинских организаций МВД России. Да, и в преддверии этого профессионального праздника мы сегодня общаемся в студии с начальником медико-санитарной части МВД Республики Саха-Якутия, полковником внутренней службы Эльвирой Анатольевной Долинской. Эльвира Анатольевна, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. С наступающим вас праздником. Спасибо. Расскажите нам немного истории с медико-санитарной службы МВД, в частности, в нашей республике. Ну, вы уже сказали, что приказом была создана наша ведомственная медицина 12 октября 2021 года, а истоки образования службы в Якутии, они исчисляются 6 января 1948 года, когда медчасть была разделена на медицинскую часть НКВД и МВД. И на сегодня вот прошли мы ряд преобразований. Сегодня это федеральное казенное учреждение здравоохранения, медико-санитарная часть МВД России по республике Саха. Ага. Эльвира Анатольевна, сейчас прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим и наш разговор. Это «Утро Якутии», 11 октября на календаре, завтра 12, завтра исполняется 100 лет со дня образования медико-санитарной службы МВД России. И мы продолжаем нашу беседу с нашим гостем Эльвира Анатольевна Долинская, начальник медико-санитарной части МВД Республики Саха-Якутия, полковник внутренней службы. Мы остановились на том, что об истории вообще создания медико-санитарной части и что сегодня туда входит. Да, входит госпиталь со стационаром на 60 коек, это неврологическое и терапевтическое отделение, здравпункты с дислокацией, поликлиника со здравпунктами с дислокацией в городах Мирный, Нерюнгри, Ленск, Алдан, военно-врачебная комиссия, которая проводит профотбор граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел и в образовательные учреждения, и сопровождает наших сотрудников в течение всей службы, оценивая состояние здоровья сотрудника и определяя годность к дальнейшему прохождению службы. Также Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Центр психофизиологического надзора, Центр психофизиологической диагностики, по которой проводят медицинские и психофизиологические исследования. У нас работает сейчас около 200 человек.
Но вот смотрите, на самом деле медицинская часть, да, МВД, это вот место, где совмещаются две вот такие общественно значимые вещи. То есть, с одной стороны, это полицейский, с другой стороны, это врач. Врачи, да. В этой профессии все-таки, в этой связке, что главенствует в первую очередь, врач или полицейский? И вообще, чем отличается работа врача вот в структуре МВД от обычного врача, если отличия кардинальные? Ну, вы знаете, уникальность, наверное, состоит в том, что наши врачи и сотрудники могут исполнять свои служебные обязанности в любых условиях. Ведь врач дает клятву Гиппократа при окончании вуза, а когда он связывает свою жизнь с органами внутренних дел, он присягает на достойно исполнять свой долг, свои обязанности по обеспечению законности, безопасности и правопорядка. То есть все наши аттестованные сотрудники, а их 27 у нас, они так же, как сотрудники органов внутренних дел, участвуют в охране общественного порядка, сопровождают медицинское сопровождение, обеспечивают всех крупномасштабных мероприятий, которые проводятся в Министерстве внутренних дел. И с 1995 года исполняют свой долг в Северо-Кавказском регионе. Более 25 командировок уже у нас на счету медико-санитарной части, и сейчас у нас там находится наш врач-стоматолог. Командировки длительные, это понятно, что меняются условия, да, могут быть какие-то боевые действия. То есть наш сотрудник должен в любых условиях уметь исполнять свой служебный долг. Прежде всего, конечно, это врачебный. Оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Это как раз к вопросу о том, участвуют ли врачи медсанчасти в горячих точках. Да. Боевых, да? Конечно, вот я говорю, что более 25 командировок. В основном это у нас ездят туда врачи-хирурги, стоматологи. Раньше мы сопровождали наши отряды туда, и действительно там были такие горячие события. Но сейчас вы тоже знаете, что там не всегда спокойно, и наши сотрудники достойно несут службу и там. Эльвира Анатольевна, а как вы пришли в эту профессию? Я закончила лечебный факультет ЕГУ. Здесь училась, а закончила Красноярский медицинский институт, потому что была направлена в офтальмологическую больницу проходить субординатуру. Потом приехала, прошла интернатуру тогда еще в Якутском трахоматозном диспансере, ныне это Республиканская офтальмологическая больница. И пришла работать в 1991 году, врачом-окулистом. Немножко ситуация была у нас тогда другая. Мы вели прием и детский, и взрослый. Народу было очень много. Выезжали, проводили военно-врачебную экспертизу, в командировке по профосмотрам. И в 1999 году была назначена заместителем начальника военно-врачебной комиссии, начальником. В 2006 году стала начальником госпиталя. И вот так постепенно пришла руководить в 2014 году своей родной медико-санитарной части. Полковник военной службы. Внутренней службы. Внутренней службы сегодня. Эльвира Анатольевна, мы поздравляем вас с наступающим праздником. Через вас, опять же, поздравляем всех ваших коллег. Я думаю, что Эльвира Анатольевна хотела бы поздравить наверняка. Вы знаете, я хотела бы несколько слов сказать о том, что наши сотрудники, не имея страховых полисов, мы обслуживаемся в государственных учреждениях здравоохранения по постановлению правительства 1563. И, конечно, взаимодействуем с Министерством здравоохранения, с управлением Роспотребнадзора, особенно сейчас, когда у нас такая сложная ситуация с ковидом. Хотелось бы поблагодарить своих коллег за взаимодействие, за понимание. И, конечно, поздравить свой родной коллектив, своих коллег, наших дорогих ветеранов с Днем образования медицинской службы МВД. И пожелать крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения, мира и добра. И вам мира и добра, здоровья обязательно. Спасибо. За участие. С праздником. Да. Спасибо. Ну и в честь наступающего грядущего праздника замечательный предлагаю сейчас посмотреть музыкальный ролик. Сумасшедшая жизнь все быстрее летит, и порой там, где крут поворот, беспокойное сердце врача нас хранит от болезней любых и невзгод.
Если чье-то здоровье тебе суждено охранять и не спать по ночам, это значит, судьбой человеку дано беспокойное сердце врача. Согреваемый теплым дыханием, огонек над свечою дрожит. Это лучшее в мире призвание — охранять нашу хрупкую жизнь. Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас болеем. Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас болеем. Но приходится в жизни не настежь встречать, но в минуты, когда тяжело, беспокойное доброе сердце врача возвращает нам цвет и тепло. За любовь, заслонившую жизнь от бед, наш семейный уютный очаг, мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача. Согреваемый теплым дыханием, огонек над свечою дрожит. Это лучшее в мире призвание — охранять нашу хрупкую жизнь. Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас болеем. Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас. Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас болеем. Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас болеем. Ну не болейте, доктор. Мы за вас болеем. Что ж, на этой прекрасной, позитивной ноте мы с вами прощаемся. И как поется в этой замечательной песне, будет утро добрым, станет день светлее. Да, но не болеть хочется пожелать не только докторам, а вообще всем вам, дорогие телезрители, особенно в эту не очень такую благоприятную погоду, способствующую ОРВИ и прочим заболеваниям. Надеемся, что вам с нами сегодня было хорошо, интересно и весело. Давайте отлично начнем новую неделю. Встречайте утро вместе с нами на протяжении всей этой недели. Уже завтра в 7:00 вновь на этом месте с вами будем Екатерина Винокурова, Павел Танин. Утро Якутии, Якутия 24, НВК Саха.